Мы находимся на улице Ялтинская, 22. Проект утвержден, подрядчик известен и дан старт строительству большой соборной мечети Крыма. Духовный лидер мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев ознакомился с началом строительных работ соборной мечети и встретился с представителями подрядной организации и архитекторами, которые в свою очередь презентовали разработанные ранее успешные проекты по строительству культовых сооружений. Муфти выразил надежду, что замена турецкого подрядчика на российские строительные компании не скажется на сроках сдачи объекта, запланированного на 2019 год. Caminin kurulmasını ve güzel bir günlerimiz ve bayramlarımızı yapmakta sevinçle, kıvançla bu milletin beklediği tek camimizin kurulmasıdır. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек, в свою очередь, заверил крымскую общественность в соблюдении сроков строительства соборной мечети Крыма. Подрядчик приступил, согласованы планы графиков, поэтому я убежден, что и мы, и общественность будем наблюдать за тем, чтобы сроки соблюдались, потому что нам нужно порадовать крымчан, порадовать мусульман полуострова вот таким вот знаковым событием в жизни, как строительство соборной мечети. Архитектор и дизайнер компании «Артмус», которой предстоит оформление экстерьера и интерьера соборной мечети, считает необходимым учитывать богатое крымско-татарское культурное наследие и соблюдать изысканность восточного стиля. Мы считаем, что можно вести совершенно небольшие корректировки именно для того, чтобы была узнаваемость именно крымско-татарского наследия. Потому что наследие крымско-татарское, будь то костюм, орнаменты, народное творчество, очень богато. И мы, как художники-монументалисты, вполне нам по силам преобразовать народное творчество в язык монументального искусства. Согласно проекту, мечеть будет включать в себя две части – основное здание с куполом и внутренний двор с колоннадами и шатрваном. Общая вместимость главного мусульманского культового сооружения Крыма составит около 4000 человек. Это долгожданное событие мусульмане Крыма ждали на протяжении долгих лет. Напомним, что судебные тяжбы по выделению земли тянулись с 2008 года. И лишь в 2011 году решением сессии городского совета города Симферополя под строительство соборной мечети был выделен земельный участок по адресу Ялтинская, 22. Однако в связи с недостаточным финансированием строительство объекта стало возможным лишь в конце сентября 2015 года. Зинефия Вели, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.